Таджикистан – самобытный край поразительных природных контрастов. 93% всей его территории занимают горы, высотой от нескольких сотен до почти 7500 метров над уровнем моря, справедливо считающиеся самыми красивыми в Центральной Азии. Горный рельеф и разнообразие климата определяют богатство и своеобразие форм его растительного и животного мира. Таджикистан, расположенный в сердце азиатского континента, играл важную роль в развитии региона, где пролегал Великий Шелковый путь – торговая караванная дорога, связывавшая в древности и в средние века Восточную Азию со Средиземноморьем и соединявшая цивилизации Востока и Запада. Богатство Таджикистана – это не только завораживающая природа горного края, его величественные ледники, чистые и глубокие озера, но и огромные залежи в этих горах полезных ископаемых, потребляемость которых есть во всем мире. Вода – одно из природных богатств Таджикистана, которому щедро делится со всеми соседними государствами, находящимися в низовьях его горных рек. С высоких гор хорошо видны изумрудно-голубые глаза многочисленных озер. Каждая из них окутана собственными тайнами и многочисленными легендами, одна из которых связана с великим полководцем Александром Македонским и его конем Буцефалом, приобретшим свою волшебную силу после того, как он испил целебную воду из озера Искандеркуль. В числе приоритетов руководства страны – развитие уникального гидроэнергетического и горнодобывающего потенциалов, которые в настоящее время формируют наше экологически чистое будущее. Основу энергетики Таджикистана на более чем 95% составляет гидроэнергетика. Обладая огромными запасами гидроэнергетических ресурсов, которые оцениваются в 527 миллиардов киловатт-часов в год, наша страна занимает по этому показателю 8-е место в мире после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады, и первое в Центральной Азии. Более 60% водных ресурсов в регионе формируются на территории Таджикистана. Гидроэнергетический потенциал Таджикистана в 3 раза выше, чем текущее потребление электроэнергии по всей Центральной Азии. При эффективном использовании этих ресурсов, из которых до настоящего времени использованы только 4-5%, регион может быть обеспечен недорогой и экологически чистой энергией. В настоящее время в Таджикистане функционируют 11 крупных и средних, а также около 300 малых гидроэлектростанций, общая мощность которых составляет 132 мегаватта. Нурекская ГЭС с 300-метровой плотиной, словно волшебная птица, полвека парит в высоких горах. Настоящей жемчужиной Таджикистана является Рагунская ГЭС, самое большое гидроэнергетическое сооружение в Центральной Азии с установленной мощностью 3600 мегаватт. Начало деятельности электростанции в 2018 году явилось важнейшим событием в истории страны, поскольку окончательный ввод ее в эксплуатацию не только полностью удовлетворит запросы Таджикистана в электричестве, но кратно увеличит возможности его экспорта в соседние страны региона, стимулируя тем самым рост национальной экономики страны. Развитие гидрогенерации в Таджикистане нацелено на решение одной из проблем сегодняшнего дня – минимизацию выбросов углекислого газа. Страна планирует использовать свои возобновляемые ресурсы для продвижения зеленой и чистой энергии не только в пределах своей территории, но и в регионе в целом. Промышленный гигант Таджикистана «Алюминиевая компания» – один из немногих производителей в мире, работающий на экологически чистой гидроэнергии, занимает передовое место в числе предприятий, содействующих сохранению окружающей среды и на практике использующих принципиальные требования руководства страны, направленные на сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу от производственной деятельности.
Правительство Таджикистана разработало 4-ю национальную стратегию ускоренной индустриализации, в которой развитие горнодобывающего сектора является одним из ключевых направлений промышленности страны. В недрах Таджикистана сокрыты практически все химические элементы периодической таблицы Менделеева. На его территории расположено более 600 месторождений, содержащих золото, цинк, уголь, свинец, вольфрам, селен и другие редкоземельные металлы. Страна обладает крупнейшими месторождениями серебра и потенциально имеет более 50% мировых запасов сурьмы, что в сумме позволяет ей создать один из ведущих мировых горно-металлургических кластеров. Сегодня Таджикистан настолько стремительно развивает свой горнодобывающий сектор, что практически уже входит в тройку лидеров, обладающих 5 самыми востребованными товарами в мире, тем самым ставя себя в один ряд ведущих и крупнейших игроков на рынке. С учетом того, что геологические запасы Таджикистана разведаны всего на 5%, добыча полезных ископаемых является наиболее привлекательной и перспективной для инвестиций в этот сектор промышленности страны. Несмотря на то, что 93% ландшафта Таджикистана занимают горы, в стране хорошо развит сельскохозяйственный сектор с производством хлопка, органических овощей и фруктов. Поскольку наиболее успешные экономики развиваются на базе инновационно-территориальных кластеров, правительство Таджикистана в 2016 году объявило о начале реализации кластерной политики в рамках национальной стратегии развития страны на период до 2030 года. Тогда же был утвержден перечень пилотных инновационных территориальных формирований, ориентированных на отрасли, приоритетные для будущего стабильного развития страны. Более 15% ВВП страны направлено на укрепление промышленного сектора. 2022-2026 годы объявлены правительством годами развития промышленности. Уже сегодня текстильный, инновационный, индустриальный кластеры и кластер информационных технологий подходят к завершающему этапу их создания, после чего кластеры станут полюсами роста территории. За последние 20 лет ежегодный экономический рост Таджикистана в среднем составил 7,5%. Всемирный банк прогнозирует непрерывный рост, самый высокий в сравнении с соседними странами. Уделяя основное внимание зеленой энергетике и промышленности, Таджикистан стал надежным последователем сокращения выбросов углекислого газа в регионе. В стране созданы свободные экономические зоны и предусмотрено более 100 видов льгот в ряде отраслей для создания комфортного инвестиционного климата. Страна является постоянным членом ВТО и Нью-Йоркской конвенции по защите инвестиций. Активно развивается и сектор туризма Таджикистана, предлагая своим гражданам безвизовый въезд в более чем 60 стран мира и легкодоступные электронные визы для граждан более 121 страны. На территории республики есть много исторических достопримечательностей с древними археологическими раскопками, крепостями и стоянками. Страна является пропагандистом экологического туризма и предлагает множество видов пеших походов, кемпингов и велосипедных туров. Пик Самани и ледник Федченко – достопримечательности, обладающие всемирной известностью. По своему географическому положению, Таджикистан – это не только сердце Азии, но и центр мировой истории и развития с древнейшим прошлым, истоки которого теряются в глубине веков. Богатейшее историко-культурное наследие таджикского народа – это интеллектуальная сокровищница, созданная многолетним трудом и усилиями умов великих мыслителей, ученых, поэтов и писателей, внесших огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Слово «таджик» восходит из народной этимологии и, как один из вариантов его перевода, означает «увенчанный короной». Сегодня среднегодовой рост населения Таджикистана достиг 3%. Из его общего числа 60% моложе 30 лет. Уровень их грамотности составляет 95%. Молодежь свободно говорит на 3 разных языках,
К 2030 году она будет иметь доступ к половине мира и его современным ресурсам, использовать которые сможет для создания лучшего будущего и для непрерывного движения вперед. Таджикистан вперед! Таджикистан – страна больших возможностей. Здесь реализуются смелые планы и ожидают своего часа грандиозные проекты.